Рассказывают, что когда Господь даровал белорусам их землю, те прямо очумели от радости. О Господь, ну до чего прекрасна наша земля! Это как рай, это лучше рая. Господь тогда нахмурился, подумал и сказал: а вот чтобы жизнь вам раем не казалась, будет у вас во все времена самое плохое начальство. Через много лет после этого случая выпала белорусам возможность снять эту Божью кару, а именно выбрать для себя такого начальника, какого они сами хотят. Ну, то есть вместо плохого – хорошего. Вы на выборы пойдете? Пойдем, конечно. А за кого будете голосовать? За Лукашенко. А почему? А что на Буткевич? Что он дал? Он 3 года власти был, что-то. Никакой перемены. А Лукашенко что? Будет, что уже так будет. Ну, хуже, наверное, не будет. А? По-видимому, так все говорят. Вот так и пошли мы, белорусы, по той самой дороге, которая с незапамятных времен вымощена благими намерениями. История Германии – это слепок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Я подчеркиваю, что не может быть в каком-то процессе или в каком-то человеке все черное или все белое. Есть и положительное. Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Ведь немецкий порядок формировался веками. У Гитлера это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Это произошло в небольшом белорусском городке Шклове. Вот ваши первые шаги. Я уже сказал. Будем разбираться с жуликами сначала в правительстве, а потом со всеми остальными. До окончания второго тура президентских выборов оставалось всего несколько часов. Не плачьте, все нормально. Ну что вы? Все будет нормально. Не расстраивайтесь. Именно тогда кандидат в президенты Александр Лукашенко обнародовал свою программу «Минимум». Сначала разобраться с жуликами и программу «Максимум». Потом разобраться со всеми остальными. Рыдал потрясенный электорат. И за журчанием слез, к сожалению, не услышал главной, второй части программы будущего президента. Человек от земли, от сахи, простой, неизвестного происхождения, вот, значит, ну, из самой, что не есть глубины народа, он очень импонирует. Но это единственное не сработало бы. Еще второе, мы же получили инструмент демократии. Мы же получили инструмент демократии. Вот я считаю, что зерна демократии, они были брошены, ну, в слабо очищенную почву, либо мутировали. Так уж случилось, что с некоторых пор в представлении очень многих людей Беларусь была похожа на теплый и уютный парничок. Жизнь в этом парничке шла своим чередом. На юге под самым боком пылил, но согревал Чернобыль. С запада подползала коварная НАТО. На севере угрожал разгул прибалтийской демократии, а на востоке бурлила нефтью и исходила газом великая Россия. В центре же всего этого, в самом парничке, старая белорусская номенклатура тщательно унавоживала почву и постепенно, не торопясь, выращивала демократию. Руководил этим процессом тогдашний премьер-министр Вячеслав Францевич Кебич. Ах, какая это была номенклатура! Настоящие профи. Вот, например, полюбуйтесь. В
второе лицо в кабинете министров надежно прикрывает зонтиком первое. При этом вы же понимаете, зонтик – это не просто зонтик, это символ. Если же не повезет, ну, например, хорошая погода и не идет дождь, то тоже можно отличиться. Вот сейчас, потерпите. Смотрите внимательно. О! Виртуозы, не правда ли? Итак, жизнь в парничке шла своим чередом, но, как известно, если неприятность должна произойти, она произойдет непременно. И она произошла. Однажды белорусский парламент сделал ошеломляющее открытие. В стране, оказывается, воровали. Собственно, открытие этого можно было не делать, но номенклатура торопилась. Впрочем, извините, вот он, Александр Лукашенко. Именно ему тогда досталась самая нелегкая задача – взять в прицел Станислава Шушкевича, в то время спикера белорусского парламента. Ведь на горизонте маячили президентские выборы. Номенклатурный парничок решил, что президентом будет Кебич, а Шушкевич, этот физик, либерал, политический романтик, мешал, ибо был вероятным претендентом. Поэтому-то и возник председатель комиссии по борьбе с коррупцией депутат Александр Лукашенко. У него не было никаких серьезных материалов. Депутаты Верховного Совета прошлого созыва уже знали, что это полный обвал. Я за 10 минут до его выступления привез ему тезисы выступления вместе с приложением документов, подтверждающие эти тезисы. И когда он начал зачитывать и не назвал некоторые фамилии, то я понял, он оставил у себя в запаснике эти фамилии для того, чтобы потом этими людьми управлять. И я понял тогда, насколько это опасный человек. То есть эти факты, эти фамилии ему нужны были на перспективу, чтобы дергать потом впоследствии за ниточки и управлять ситуацией. На том этапе Лукашенко решил свою задачу гениально просто. Шушкевич, этот интеллигент, любил и умел раскладывать пасьянсы, а Александр Григорьевич сыграл с ним в подкидного дурака, обвинив спикера в незаконном присвоении ящика гвоздей. Возмущалась оппозиция, били фонтаны эмоций, но что может пасьянс против подкидного? Так закончился первый акт этой драмы. И пора нашему герою самому рассказать о себе. В Беларуси был один реформатор, это Лукашенко, когда я только-только депутатом стал, еще про Горбачева. Я и пленумы ЦК КПСС готовил, несмотря на свою молодость. Я Горбачева приглашал часто в Москву. Мы проработки делали. Я рецензировал 500 дней Явлинского. Потом Аганбегяну было порушено Шаталин, Явлинский. И вот Аганбегяну надо было создать общую там концепцию. Кстати, я выступал против этой концепции тогда. Меня очень хорошо знал и знает Николай Иванович Шишков, поскольку вот часто я принимал участие в заседаниях правительства в Советском Союзе. То есть я был известным человеком в свое время, но молодым еще. А где шампанское? Всем шампанское. Дайте мне. Всем шампанское. О, как наивен был Вячеслав Францевич Кебич, когда праздновал первый успех в своей предвыборной кампании, когда скреплял этот успех межгосударственными поцелуями. Он ведь не знал, что Лукашенко еще себя покажет. У меня мать всю жизнь работала простым человеком. Кстати, кто у вас родители? Так начиналась еще одна игра, на этот раз последняя. Номенклатура была в панике. Еще бы, ведь играя в подкидного с Шушкевичем, из колоды-то они вытащили не кого-нибудь, они вытащили Джокера. А Джокер, как известно, бьет любую карту. Впрочем, игра эта уже была не карточная, а телевизионная. И называлась она просто «Кто, что, где, когда». И главное, сколько. Именно тогда, в прямом эфире, Александру Григорьевичу
удалось убедить электорат в том, что для того, чтобы раз и навсегда покончить с коррупцией, его, Александра Григорьевича, должны раз и навсегда избрать президентом. Нет, что ни говорите, но тот, кто не голосовал в прежние времена, тот никогда не поймет мучительности сегодняшнего выбора между узкой щелью демократии и широким ассортиментом в буфетах на избирательных участках. Не лезет. А вот сейчас пойдет. О. Выбирать будущее было очень нелегко, но все-таки выбирали. Выбирали как могли. К вечеру 10 июля стало наконец ясно, что выбрали. Знаешь, что произошло, когда мы выиграли, когда мы победили? Мы долго его ждали после второго тура. Мы знали, что он должен приехать. Мы сидели все в его бывшем кабинете председателя парламентской комиссии по борьбе с коррупцией. Мы надеялись на то, что вот он приедет. Он должен был приехать к 6 часам вечера. С 6 до 9 мы ждали его. Вот, потом решили расходиться. В этот момент он приехал. Ну, конечно, он был на родине. Восторженные толпы народа. Победитель. Мы все сидели здесь и ждали. Потому что нужно было его дождаться. Нужно было, чтобы он сказал, ну а что дальше? Ну вот хорошо, ну вот все. Что теперь? Он приехал и сказал, ну что, вот с завтрашнего дня приходите ко мне и говорите, кто что хочет получить. Хотели все. И хотели многого. Впрочем, об этом чуть позже. А пока президент собирал свою команду. Команда начала работу сразу, без раскачки. Это Совет Безопасности. Обсуждаются архиважные проблемы. От судьбы находящихся в стране российских ядерных ракет до уровня надоев молока от каждой отдельно взятой белорусской коровы. Вы знаете, он меня подкупил своей вот искренностью при общении. Вот эта искренность, она сейчас вводит в заблуждение в людей. Вот я сейчас, когда узнал, что собой представляет Александр Григорьевич, я понял, что сама форма его и содержание – это совершенно противоположное понятие. Та искренность, которая она на экране, она не соответствует внутреннему содержанию зачастую. Вот это противоречие. Он сам это осознает или нет? Как вам кажется? Я думаю, он в меньшей степени об этом задумывается, потому что он упоен этой властью, он упоен желанием взять абсолютную власть. И притом я даже пришел к убеждению, что методы здесь и средства, они безразборные.
Пройдет всего 2 года с момента приезда президента на первую пресс-конференцию, а Александр Григорьевич решит, что ему по Конституции не хватает полномочий. Но вот что он говорил тогда. Ведь сегодня президент обладает даже не властью бюро ЦК, он обладает царскими полномочиями по Конституции для того, чтобы решать эти проблемы. Вот так. И еще мысль. Я понимаю, что вы сейчас задумались об инфляции. Давайте же мы вместе будем бороться с этой инфляцией, чтобы было выгодно инвестировать свои средства туда, куда я говорю. Дальше тоже интересно. Может быть, несколько резко, но повторю то, что сказал вашему так называемому бизнес-классу или же нашим предпринимателям. Я им сказал следующее, что вы с меня выбивать реформы не будете. Я вас провяжу президенту и его политике настолько, что если вы меня утопите, утонете и вы вместе с ним. Через 2 года бизнес утонул, а президент нет. Президенты не тонут. Возможно, еще рецензируя программу «500 дней» Явлинского, президент Беларуси понял, что начинать экономический подъем нужно со смены государственной символики. Именно с этой целью на крышу резиденции президента был заброшен отряд особого назначения под командованием управделами Ивана Ивановича Титенкова. Новый красный флаг водрузили, а старый бело-красно-белый здесь же порвали на куски, и Иван Иванович на каждом поставил свою подпись. Потом эти куски продавали по $100 за штуку. Я сам купил один такой, так что экономический подъем, можно сказать, начался. Я позвонил президенту и говорю: Александр Григорьевич, что вы делаете? Да, народ так решил. Надо сделать красиво. Это все равно история. Это история, ее же не выбросишь. Давайте сделаем почетные караулы, оркестры. Президент сам снимет флаг, опустит, поднимет новый. Этот флаг положим в музей. Пусть лежит. Надо уважать традиции, надо уважать историю. Но кромсать, рвать и ставить свои росписи – это не то, что безнравственно, это попахивает больше каким-то скотством даже. Вот и опять, уже в который раз на Беларусь пришло очередное новое время, а вместе с ним и надежды на очередное светлое будущее. Нашей Беларуси в трудное время повезло иметь такого президента, который бьет не в глаз, не в лоб, а в глаз. И вот так, дружными рядами, зашагали мы в наше будущее, которое, как выяснилось, находилось в нашем прошлом. Объясняю Геннадию того, что, к сожалению, не рассмотрели россияне, а белорусский президент увидел. Возьмите процесс Беловежской пущи. Да, согласитесь, что история этого никогда не забудет. И эти люди в разной степени будут прокляты. Мы обречены жить вместе. Мы просто обречены на это. И вопрос состоит в том, кто сблизит эти народы. Можно, конечно, только гадать. Знал Александр Григорьевич, кто сблизит эти народы, или все-таки не знал? Но вот программа действий этого таинственного некто была белорусскому президенту известна досконально, вплоть до деталей. Недавно я встречался с одним российским журналистом,
Отто Лацис, Отто Рудольфович Лацис. Толковый человек, доктор экономических наук. Мы, как экономист очень хорошо понимали. И вот, когда мы начали с ним беседу, он мне говорит: вы понимаете, мы так далеко ушли в реформах от Беларуси, что говорить о каком-то экономическом единстве не приходится. Я говорю: Отто Рудольфович, расскажи мне, как доктор наук, не доктору наук, но экономисту, который жизнь не по буквару знает, в чем вы и куда ушли. И когда мы обсудили с ним проблему приватизации, он сел, задумался и говорит: да, я не представлял, что это так. А я ему показал и доказал на простых примерах. Поэтому нет, Гена, и здесь нет никаких оснований говорить, что вы куда-то ушли. Если ушли, то только в сторону, и вам придется возвращаться обратно. Именно к тому вектору, от которого вы ушли. Разобравшись с основным вектором российской экономики, Александр Григорьевич вплотную занялся вектором экономики белорусской. Это граница белорусско-российская. Шлагбаум символический. Девушка красивая. Вертолет приземляется. Идут. Торопятся. Присутствуют лучшие интеллектуальные силы республики. Еще идут. Подходят. Сейчас будут уносить шлагбаум символический. Уносят. Все. Границы больше нет. Ходи туда-сюда. Таможни, кстати, тоже нет. Так что вози туда-сюда. А это открывает захватывающие перспективы. Тут там можно будет пожинать плоды интеграции. Самое главное для нас сегодня пресса. Люди должны это видеть. Это хороший пример. А вот то, чего люди видеть не должны. Спасибо. Послушайте президента. Спасибо. Не задерживайте больше ни на минуту никого. И они не задерживали, потому что к тому времени под опекой знакомого нам Ивана Ивановича уже была создана некая фирма под названием Торгэкспо. Уже освободили ее от таможенных пошлин, и уже погнала она братьям-славянам реки дешевой импортной водки, чтоб пили за дружбу. Так что подпись, которую ставил Иван Иванович, помните, тогда на крыше, была далеко не последней в нашей истории. Вот так, тяжело и мучительно, рождался внебюджетный президентский фонд. Заначка, подконтрольная только особо доверенным лицам. Что же касается времени, то оно неумолимо шло. Ну, конечно же, я с вами не справлюсь. Один против тысячи людей. А что вам, скажите, не хватает? Вот задайте вы руководству вопрос. Почему нет, его не хватает? Я хочу сначала вам задать. Почему сейчас вот такая ситуация? Завод не работает, никаких вопросов. 2 месяца денег не дают. Значит, вы у меня... Тише, один пусть У нас отвечаю на ваш вопрос. Когда Лукашенко пришел к власти, вы что от меня в первую очередь потребовали? Ни одного рабочего вы не должны уволить. Я подписал указ. Ни один рабочий не должен быть уволен. Я ж понимаю эту ситуацию, но я вас предупреждал, что сохранение численности приведет к чему? К падению заработной платы. Вы сказали: Александр Григорьевич, дайте нам 150 тысяч, но вы нас не выгоняйте, потому что что нам делать? За 150 тысяч проживешь, Серега. Ты его не сдержанный человек, я тебе скажу. Я тебе говорю то, что мне говорил рабочий человек на моторном заводе 4 месяца тому назад. Я говорю: ладно, пусть будет по-вашему. Что сделали вы? Вы свалили производство в прошлом году 47
47 тысяч дали. Если вы будете кричать, я сейчас сяду в машину и поеду по своему маршруту. Задайте вопрос, если вы хотите. Скажите, куда вы пойдете? Кому вы сегодня нужны? Я вас тогда предупредил. Слушайте, тогда будем требовать от вас работать. Подожди минуточку. Минуточку. Не шуми, когда я говорю, слушай. Я информирован так. На Западе берут столько тракторов, сколько мы предложим. Почему не торгуете? Нет, все же вредный народ достался Александру Григорьевичу. Опять вы кричите? Мешают поднимать экономику. Производят, но почему не торгуют, непонятно. 200 центов. Торгуйте. На 3-м году своего правления Александр Григорьевич обнаружил признаки экономической стабилизации. Призрак этой самой стабилизации уже вовсю бродил по Беларуси, так как классово чуждая экономика коварно отказывалась выполнять указы президента. Также и хваленый доллар, вопреки личному распоряжению Александра Григорьевича, на месте не стоял. Зато государственный долг был стабилен. Он стабильно рос и дошел до цифры прямо-таки издевательской. Подумать только, 2 миллиарда долларов, это где же взять такую сумму? Разве что Иван Иванович, хотя вряд ли. Нет, все это происходило явно не случайно. И то, что свой капитал так непорядочно удирал из страны, и то, что Всемирный банк провокационно обозвал Беларусь зоной, рискованной для инвестиций, и то, что время так подозрительно быстро шло, и обстановка накалялась. Все это настораживало. Пора было выявлять глубинные причины, делать нелицеприятные выводы и принимать неукоснительные меры. Представьте себе, что в течение 40 минут каждое утро вы начинаете с того, что вам на стол кладутся сводки КГБ. Всюду враги. Вы начинаете день не с беседы с министром экономики, а с беседы с госсекретарем Совета Безопасности. Очень хорошим человеком. Но ничего чрезвычайного в стране еще не произошло. А вы уже настраиваетесь на то, что вчера могло что-то произойти за ночь. Как будто вас бы не разбудили в резиденции, вам бы не сказали, что произошло. И чрезвычайным становится любой факт, любой слух. Только став президентом, Александр Григорьевич обнаружил свой истинный дар – умение раскрывать заговоры. Откровенно говоря, направляясь в Москву, едешь с определенными вопросами, но думаешь о другом, к сожалению. В Верховном Совете какое-то заговорщицкое такое ядро из бывших генералов, ну, в общем, из бывших. Я же это вижу. Это был первый заговор, раскрытый лично президентом. Обратите внимание, впереди уже знакомый вам генерал Захаренко, тогда еще министр внутренних дел. Тогда еще, как говорил президент, честный и порядочный офицер. Через год и он попадет в число заговорщиков. И причины будут веские. Я начал оглядываться где-то уже на эту ситуацию, что мы не туда идем, уже на втором полугодии. На втором полугодии нахождения в должности. Я пытался всячески повлиять на президента. Наверное, я остался один из немногих, который говорил ему правду. Тут правду, нехорошую правду, которая била по самолюбию президента, но я говорил ее. Когда разговаривали мы с президентом, присутствовал и господин Шейман, президент говорит: ты должен выполнить мой любой указ. Я ему говорю: Александр Григорьевич, людей расстреливать я не буду. Конституцию нарушать я не буду. Если ты не выполнишь мой любой указ, тебе наденут наручники. Это запугивание или не запугивание? Это стиль руководства президента. Более слабые ломаются,
более сильных добивают, и делается послушная машина государственная, бездумная, щелкающая каблуками. Это страшно. Это страшнее фашизма. Против кого мы идем? Против этих обездоленных людей? Этих людей, когда они ему не нравились, президент иногда называл «господин народ». Правда, народ этот особо не шумел, но ведь размышлял, сомневался. И, конечно, постоянный враг – оппозиция. Представьте, обнаружили коррупцию в команде президента, не согласовав. Забыли, что это он выдвигает коррупционера, кого надо. И пишут, и во сколько обходится его охрана, и сколько не вернул казне фонд его нового кунака Махмуда Исенбаева. Запрещаешь печатать, так они выходят с белыми пятнами. Люди же это видят, даже если не читают. Одним словом, скандал. Пресса это подстегивает. Все журналисты, которые здесь находятся. Журналисты российских радио, я хочу вам заявить. Собирайтесь и уезжайте немедленно в Москву. Немедленно, пока мы не нашли вас. И я поручил сейчас управлению информации и комитету госбезопасности найти этого журналиста, который передавал эту информацию. Вот об этом вам говорю прямо. Смеяться будет потом поздно. Вам никто не дал права распалять здесь страсти. Оппозицию, любую, Александр Григорьевич не любил по определению. Правда, приходилось соблюдать приличия, все-таки центр Европы. Но в апреле 95-го не выдержал, когда группа заговорщиков захватила стратегически важный кусок парламента, протестуя против референдума. Пора было поработать спецназу. Он и поработал. Это были Кронштадт, Перекоп и Сталинград Александра Григорьевича. Но очередной заговор и окончательная победа опять ускользнула. Я постоянно получал информацию о подготовке лидеров свободных, так называемых, профсоюзов, которые устроили вот эту бучу в соседней Польше под эгидой солидарности. Консультировали их представители американских профсоюзов, комиссары, вояжеры, эмиссары прибывали в Республику Беларусь для того, чтобы взорвать эту ситуацию, которая существует в нашем государстве. Главных виновников всех своих бед отставной майор и вечный политрук Лукашенко знал поименно. А в конце 94-го он смело вошел в прямое соприкосновение с пока еще превосходящими силами противника. Вот они, вынашивают коварные планы. Правда, тогда президент вел тонкую дипломатическую игру и не спешил говорить Западу то, что он о нем думает. Скажет он это позже, когда лично разоблачит заговор натовских послов. Между тем, росло не только количество заговоров, росли еще и цены. А электорат уже не только думал, но кое-где начинал делать выводы. Вы же обратите внимание, что практически все правоохранительные органы, которые подчинены руководителю государства, Александру Григорьевичу, работают на собирание компромата на своих оппонентов, для того, чтобы ими можно было управлять. Более того, они собирают компромат на тех, кто окружает его, для того, чтобы можно было тоже, как марионетками, управлять этими людьми, чтобы они безропотно подчинялись его воле. Другими методами законными он управлять людьми не может, кроме силовых, запугивания и постоянного вот такого дамоклового меча, который висит над этими людьми. Свое окружение президент ориентирует так. Если не мы управимся с ситуацией, то нас всех уничтожат, нас уберут. Вот последнее его заявление перед вертикалью, это взаимное подогревание идет, и наши руководители приходили, то есть он им полностью развязывает руки, говорит, делайте, что хотите, но чтобы удержаться у власти. Если мы не удержимся, то нам всем будет конец.
Вот эта формула основная, которую он пытается убедить свое окружение, что мы все связаны одной веревочкой и будем все отвечать. Из парламента, как из логова врага, Александр Григорьевич уходил твердо. Вот где пригодилась строевая подготовка. Спина была прикрыта, а это главное. Через 1,5 года он повторит эту сцену. Стены были те же, но враг другой. Следующий парламент. А потом происходит еще одна страшная вещь. Приходит время обеда. Вы открываете газеты. И вы читаете все газеты. А в газете написаны, опубликованы письма трудящихся, которые говорят, как хреново жить в этой стране. Боже мой, как хреново. Не дай бог кому такого. А еще же эти проклятые журналисты, которые о вас пишут с таким неуважением. И все это каждый день. Каждый день. Каждый день. И вот это возникает состояние ужаса. Ужаса и ощущение собственной беспомощности. Глыба-то какая, Господи, тут впору, понимаете, через месяц здоровье надрывается полностью, безоговорочно, бесповоротно. Меня это до сих пор трясет, когда нашего парня сняли за 2 километра до финиша в марафонской ходьбе, в спортивной ходьбе. Это вообще ужас, тем более, что это сделал российский судья. Я скажу, что это предмет особого разговора, в том числе и с руководством России. То есть я очень переживаю за всех. Я их всех знаю. Знаю как телодвижение каждого нашего спортсмена. Глядя на портреты президента, невольно вспоминаешь, что глаза – это зеркало души. Вот такие глаза у него, например, на тракторном заводе. А вот так он смотрит в парламенте. Строгий у нас президент. На открытии гимнастического зала. Что он там увидел наверху? А, ничего страшного, сейчас улыбнется. О, добрый президент. А вот портрет президента в привычной обстановке. Здесь нет проблем. Говорят, когда Господь даровал белорусам их землю, ну вы помните, я уже об этом рассказывал. Так вот, тогда он показал, а какие на этой земле будут женщины. Вот тогда-то белорусы завопил от радости про рай и все такое прочее. И точно, не обманул Господь, дал нам это благо. Светлы, как чистые речки, нежны, как солнечный луч, легкие, воздушные, а ручки, а ножки, а глазки, плечики, ну и все остальное у них тоже в полном порядке. Нет, ну гляньте, не правда ли хорошо? Мечты, надежды, красота, всего вдоволь. И хороши в любом возрасте, в любую погоду. И верны, и самоотверженны, все в них есть. И если бы Роден родился в Беларуси, его мыслитель, несомненно, был бы женщиной. А счастье так близко. И еще немного поднапрячься, еще потянуть, чтобы выжить, чтобы поддержать мужа, и куда-то поехать, и что-то там купить, а потом дотащить все это назад и продать, чтобы вырастить детей и снова тащить. И так каждый день, каждый год, всю жизнь.
Ах, какие женщины в Беларуси! Как сильны они сердцем и духом. Вот только идет время, ускользают мечты и тают надежды. Доля, конечно, обострения будет с особо непонимающими и оголтелыми, но есть и другая сторона медали в этом. Президент должен быть президент. Президент и в Африке президент. И он свое слово должен сказать. Притом жестко. Из-за обилия бананов и спецназа на улицах Минска какой-то остряк назвал Беларусь банановой республикой. И точно, время от времени возникали сходные проблемы. Оказывается, новый порядок устраивал далеко не всех. Не дай Бог использовать вас. Это не дай Бог. Армия есть армия, она для того и создана, что... Это 26 апреля. 10-я годовщина Чернобыльской катастрофы. Шествие памяти жертв Чернобыля. Запрещенное. Люди вышли на улицы Минска, и их не остановили ни запреты, ни войска. Маразм у нас распоясался до предела. И во главе этого маразма стоит наш президент. Это ужасная ситуация. И над демократией в Беларуси, над конституционностью в Беларуси, над законностью в Беларуси нависла серьезная угроза. В первый же день на открытии выставки этот гобелен назвали гобеленом века. Вот она, жизнь. Вот оно искусство, истинное. Такая вот философская мысль на меня, так сказать, обвалилась сегодня. Мастер работал над своим творением много-много лет. Он изобразил на нем великих просветителей, философов, выдающихся деятелей культуры, политиков. В центре, как и подобает, был Господь Бог. Что же касается Александра Григорьевича, то хотя он и появился слишком поздно, художник вовремя сориентировался и успел таки приделать президента с краю. Я просто обязан сейчас быть в центре.
друзьям. За наше веселье, за полное счастье спасибо мы скажем вождям. За наше веселье, за полное счастье спасибо мы скажем вождям. А еще любил Александр Григорьевич рассказывать, как, будучи депутатом, он, единственный в Беларуси, голосовал против Беловежских соглашений. Уже давно доказали, что это неправда, что против голосовал другой, и все знают того другого. Но, впрочем, а почему нет? Ведь давно известно, что большая ложь, как ни странно, способствует большей любви народных масс к своим вождям. Я вам это еще раз повторяю. Не обращайте никакого внимания на шантаж со стороны отдельных политиков и депутатов. У нас есть свобода, а не псевдосвобода. И выражаться она будет только в свободе работать, получать за свой труд, а произведено продавать там, где человек считает нужным. Все правильно, Александр Григорьевич. Arbeit macht frei. Труд освобождает. Мысль не новая, но действенная. Особенно если всех строем и по команде. И чтобы был порядок. Тогда казалось, что все пойдет по-новому. А по-новому куда? И он понял, что спрашивать с него будут не за разрушение старого, а за построение нового. Значит, я должен контролировать всех. Все должно согласовываться со мной. Вы можете себе представить человека, который выдержит такую ответственность? История знает одного единственного. Государь-император Петр Алексеевич. Но Петр Алексеевич, как известно, был маньяк. Однако пора поговорить о любви. О странностях любви целых народов к своим вождям. Вождь должен начать с простого. Например, похлопать по плечу, улыбнуться, всем своим видом показать, что я такой же, как и ты, я — это народ. Занятия спортом очень помогают. Вот тоже спортсмен, чемпион в езде стоя по автобану. Сейчас придет к финишу. О, пришел. Потом задачу для народа можно и усложнить. Масса должна усвоить, что уже не я — это народ, а народ — это я. Маленькое изменение, но существенное. Перемена мест. И главное — говорить, 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 вбивать в головы, чтобы о другом не думали. Впрочем, есть и наш, родной, отечественный опыт. Помните, как по речечке плыли 3 дощечки? Тоже действует, причем безотказно. Такая вот связь времен. Такая вот эстафета поколений. Все повторяется. Дважды, трижды, но каждый раз, к сожалению, в виде трагедии. Даже если это выглядит фарсом. Я часто думаю, а что же там в будущем? Нет, не в том далеком, о котором мечтал в детстве, а в том близком, которое ждет каждого из нас. Я думаю о будущем и вспоминаю. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Это ведь сказано про нас. Власть сосредотачивается в одних руках. И стоит только человеку этому быть психически неуравновешенному. И все. И самое страшное, что у Александра Григорьевича уже прозубливались слова. И Гитлер, и концлагеря. Это очень опасно.
не волнуйтесь, пожалуйста, о сроках президентства Лукашенко. Лукашенко будет президентом 12 лет. Я уже об этом говорил. История Германии – это слепок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Ведь немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. научились зарабатывать деньги. Люди, послушайте, мы научились зарабатывать свои деньги. Государству, кажется, этого мало, что я не падаю перед ним на колени и не требую себе дотаций на детей, на то, на сё. Я уже сказал, надо их стряхнуть, как вшивый блох. Это его выражение, да, которое было произнесено. Кто это вшивые блохи? Кто? Да, вшивые блохи это мы, вот посмотрите на нас, это мы вшивые блохи. А кто будет кормить их-то? Кто? Заводы, которые у нас стоят? Промышленность, которая на нашу упала. Правильно? Я прозрел, да, я за него голосовала. Но я прозрел, я его ненавижу. Мне кажется, если бы я увидела, я бы ему все сказала в лицо. Сказала, ты человек нормальный? Ну ладно. Что будет потом, это еще неизвестно. Еще будет хуже. Как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Ну и как, вкусно? Нормально. А какая она на вкус? Горькая, соленая, сладкая? Ну, с фантой нормально.